вас за этот вопрос. С удовольствием отвечу. Я придерживаюсь принципа, что государство может добиваться успеха народ, когда лидер и народ друг друга понимают, и они едины. Разрабатываемые программы и идеи осуществляются с полной поддержкой народа. Так случилось у нас, наверное, все же политика была правильная. Все эти годы мы работали тесно. Я участвовал на 5 общенародных выборах. За меня меньше 85% электората никогда не голосовало. Благодаря стабильности, такому взаимопониманию, я считаю, мы достигли успехов. Это оценивают все эксперты, все наши соседи. Следующая трансформация, спокойная, без политических потрясений, я считаю, это правильный выход из положения. Хотя мой мандат еще продолжался, он не закончился, я мог еще работать, даже мог выставить свою кандидатуру со стопроцентной уверенностью, что меня изберут так же все народные, как здесь. Но нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Я думаю, что новая команда, которая придет, новое поколение, внесут, естественно, свои инновации, свои мысли. Для этого и изменения делаются. Но мы молодая страна. У нас разработаны программы стратегические. Мы, Казахстан, богатые недрами, ресурсами, нефтью, газом, всеми видами металлов, 53 элемента Менделеева. Поэтому он при Советском Союзе использовался как поставщик сырья другим регионам. Переработка здесь не развивалась. Однобокая экономика привела к тому, что когда биржевые товары упали в цене, мы оказались в тяжелом положении. Но когда хорошие цены были, я создал национальный фонд Казахстана, за счет чего мы диверсифицируем экономику. Сегодня общие международные резервы страны составляют более 90 миллиардов долларов. Для 18-миллионного населения, я думаю, это солидно, это больше 40% нашего роста. Поэтому мы взялись осуществить индустриальную программу, перерабатывающую промышленность создавать. И эта перерабатывающая промышленность в последнее время растет темпами 20% ежегодно. И мы, как я уже говорил, построили за 6 лет 1300 новых предприятий, совершенно новые компетенции, новые рабочие места, новые заработные платы. Это первое. Вторая программа – это инфраструктурная программа. Мы подключились к программе «Шелковый путь». Казахстан не имеет выхода к морям. Единственный выход был строить транзитные возможности. Эти возможности построили, мы потратили 30 миллиардов долларов и построили сеть автомобильных дорог по всему Казахстану. Наша территория 9-я в мире, и все дороги вели в сторону России. Вот таких дорог внутри не было. Мы создали сеть. Первоклассные автобаны сегодня по всему Казахстану. Теперь начинаем работать на внутриместные дороги. Но эта инфраструктура говорит не только дороги. 14 тысяч километров автодорог, 2500 километров железных дорог, во всех областных центрах современные аэропорты, 2 морских порта на Каспии и на границе Китая и Казахстана, сухой порт Харгос. Нам предоставлен свой терминал в Тихом океане, и сегодня каждый год контейнеры растут 2 раза. Вот через Каз, через Азербайджан, Грузию, Турцию, Европу один маршрут, Китай, Казахстан, Россия второй маршрут, и Китай, Казахстан через Иран, Персидский залив, третий маршрут. То есть мы создали все эти маршруты, и они нам уже приносят хорошие дивиденды. В прошлом году мы заработали 1,5 миллиарда. К 2020 году Казахстан на этом будет зарабатывать 5 миллиардов долларов ежегодно. И создаются дороги. Наши добрые, близкие отношения с Китайской Народной Республикой
энергетикой, как было здесь сказано вице-премьером, позволили нам разработать программу создания сети промышленных предприятий на пути шелкового пути. 55 промышленных предприятий, которые нам нужны, современные, 27 миллиардов долларов, это совместные предприятия, то, что принадлежащее Казахстану преимущественно. Это как раз для того, чтобы переработку увеличить. У нас есть нефть, газ, металлы. Кстати, мы достигли пика добычи нефти 90 миллионов тонн. Скоро достигнем 100 миллионов тонн. То есть 10 самых топовых нефтедобывающих стран Казахстана. Сейчас разрабатывается нефтепереработка, нефтехимия, а это большие деньги на западе Казахстана. И второе – это сельское хозяйство. Казахстан обладает огромными запасами земли, 40 миллионов гектаров пахотных земель, 180 миллионов гектаров абсолютных пастбищ, которым можно создавать органическую продукцию. Мы знаем, что нам надо увеличивать на земле потребление на 30%, а такие земли сегодня остались в России и в Казахстане. То есть вложение капитала в сельское хозяйство дает очень большой эффект. Мы этим занимаемся. Социальная программа Казахстана. Доступное жилье для людей. Под 7%, 20% взносы на 25 лет даются кредиты для того, чтобы жилье сделать доступным. Эта программа осуществляется. Очень много здесь говорили и правильно о человеческих ресурсах. Самые трудные годы, 93-м, когда у нас не было денег, мы стали посылать по 5000 молодых людей в лучшие университеты мира. Мы обратно получили уже 12 тысяч, 20 тысяч сегодня продолжают учиться. В это время мы создали 3 современных университета внутри Казахстана, 20 интеллектуальных школ, куда попадают лучшие дети и есть возможность определиться. То есть мы воспитали, не только создали новую экономику, новую страну, построили столицу, воспитали новое поколение. Так вот, дальше надо продолжать эту работу. Все, что мы говорим здесь, 21 век, все инновации, наука и так далее, но нам в стране надо заниматься практическими делами, улучшать жизнь людей, дальше и больше. Поэтому задача будет дальнейшего руководства, дальнейшей команды продолжить вот эти все наши дела. Программа 2050 говорит о том, что мы к 2050 году должны войти в топ-30 развитых государств мира. Мы неуклонно идем, этот план перед нами лежит, для этого созданы все программы, у нас есть финансы для того, чтобы это осуществить, у нас есть возможности, у нас подготовлены кадры, поэтому я думаю, что на это будет нацелена будущая работа будущих руководителей правительства. Видите, я создаю какие-то неудобства для спикера. Вам приходится говорить сначала первый президент, потом президент. Такая ситуация, я думаю, двойственности в Казахстане не будет. Есть один президент, и он главный. И мы все будем на него работать. Excellency, thank you very much.